Здравствуйте, это новости на телеканале Тува-24. Мои коллеги и я, Инна Клоян, расскажем о главных темах. Короткий обзор выпуска. В Туве пройдет фестиваль песен на СВО «Музыка о своих». В республике стартовала ежегодная акция «Елка желаний». Владимир Путин временно запретил сдавать на права после вождения в пьяном виде. В Кызыле состоялась презентация сборников партитур 3 тувинских композиторов-классиков. Правительство Тувы и Российский Красный Крест подписали соглашение о сотрудничестве по гуманитарным и благотворительным вопросам. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Тувы. Планируется, что совместная деятельность будет направлена на улучшение социального положения населения, а в особенности незащищенных групп. Владислав Хавалык выразил уверенность, что новый формат сотрудничества с Красным Крестом позволит значительно улучшить работу по линии благотворительных программ и проектов. Работа в рамках соглашения предполагает конкретные действия и меры поддержки. Рассчитываю на результативное сотрудничество и развитие партнерских отношений. Будем способствовать расширению работы регионального отделения Российского Красного Креста в Туве. Также будем поддерживать организацию в проведении общероссийских сборов благотворительных пожертвований для пострадавших в результате ЧС или кризисных ситуаций, популяризации безвозмездного донорства крови, обучение населения навыкам первой помощи. В очередном прямом эфире передачи «Народ спрашивает», который проходит по средам, обсудили актуальные на сегодня вопросы. Жилищное строительство, цены на жилье и льготную ипотеку, которая недавно заработала в Туве. Гостями программы стали вице-премьер, курирующий в правительстве Тувы вопросы строительства Олег Лукин и министр строительства Аяз Хонайол. С подробностями расскажет наш корреспондент. Льготная ипотека в Туве стала возможной благодаря инициативе главы Тувы Владислава Хавалыка, поддержанной президентом России Владимиром Путиным и правительством Российской Федерации. Условия программы – это выдача ипотечных кредитов до 6 миллионов рублей по 2% на максимальный срок до 20 лет с первоначальным взносом в 15%. Отметим, что на начальном этапе речь идет о приобретении первичного жилья. Один из вопросов, озвученных в прямом эфире, связан с этой темой. Жители опасаются, не повлечет ли это увеличение стоимости жилья. По данным Росстатистики, Минстроем России ежеквартально доводится так называемая среднестатистическая цена квадратного метра. Мы стараемся отталкиваться от этого значения, чтобы у нас не было значительного прироста. Так скажем, на третий квартал текущего года она установлена где-то в районе, по-моему, в среднем порядка 130 тысяч за квадратный метр. В рамках соглашений, которые подписываются с теми же инвесторами, мы также фиксируем их обязательства по недопущению роста цены свыше среднестатистических значений. То есть в таком случае, если не выполняются эти обязательства со стороны застройщика, там предусмотрены определенные штрафные и административные санкции. Жителей Тувы по программе льготной ипотеки интересуют следующие вопросы. На сколько лет сохраняется процентная ставка 1,7%? И после прекращения финансирования программы увеличат ли процентную ставку до ставки Центробанка? Условия кредита фиксируются с момента его заключения. То есть, если данная сделка заключена именно по условиям льготной ипотеки, она условия этой льготы распространяются на весь срок действия контракта, договора кредитного. На сегодняшний день решение было принято правительством России по включению Республики Тыва на период до июля следующего года. То есть, это одно условие, там есть несколько условий. То есть, первое – это как раз по времени действия, второе – по объему реализации. Программа новая, спрос будут изучать. Буквально за 2 месяца с сентября по сегодняшний день заключили около 380 договоров. Ожидаемый показатель не менее 800 договоров до конца года. Как озвучил Олег Лукин, при достижении этого показателя сформируют обращение в правительство Тувы по продлению срока действия программы. В прямой эфир поступил вопрос о возможности использования сертификата программы «Молодая семья» как первоначального взноса по льготной ипотеке. У нас такие возникают вопросы, когда у клиента есть сертификат на молодую семью. Можно ли использовать в качестве первоначального взноса на льготную ипотеку? Это только на компенсацию расходов. То есть в рамках уже оформленного договора на льготную ипотеку вы можете воспользоваться на погашение процентов, то есть на очередных платежей, но на первоначальный взнос нет. Один из актуальных вопросов – это качество строящихся домов. При строительстве главное качество. В новых домах оно очень плохое. Что скажете по качеству новых многоквартирных домов? С этим вопросом житель обратился в прямой эфир. Независимо от того, используются государственные средства
федеральная либо региональная служба государственной жилищной инспекции ведет надзор за ходом строительства. 3 стадии. Первая – это проверка именно принимаемых проектных решений. И здесь государственная экспертная организация проверяет и дает заключение, соответствует, не соответствует нормам требований. Вторая стадия – это то, о чем вы сказали, когда и законодательство это обязывает, кстати, делать заказчик-застройщик, должен организовывать работу так называемого строительного контроля, то есть либо своими силами, либо привлеченной организацией, осуществлять контроль выполнения работ. Особенно это важно, когда застройщик выполняет работу не собственным персоналом, а с привлечением субподрядных организаций, которые надо контролировать, потому что в любом случае за конечный результат отвечает непосредственно застройщик. И третья стадия – это государственный надзор за ходом строительства, то, о чем я сразу сказал, что весь ход строительства и самое главное его завершение должно подтверждаться государственной службой. Спикеры также рассказали, что в правительстве Тувы намерены до 2030 года построить 1 миллион квадратных метров жилья. По нацпроекту «Жилье и городская среда» с Минстроем России доведены показатели у нас в соответствии с соглашением порядка 1 миллиона 280 тысяч квадратных метров жилья, которые у нас распределены по годам. В частности, вот Олег Николаевич тоже сказал, что в текущем году у нас 130 тысяч квадратных метров жилья, в следующем году у нас 140, ну и по нарастающему до 2030 года у нас идет. И в сумме данное количество метров жилья у нас порядка 1 миллиона, ну повторюсь, 1 280 000. Добавим, что после строительства новых многоквартирных домов их потребуется обеспечить электричеством. Существует градостроительная документация, которая должна актуализироваться под перспективы плана развития территории. Это в первую очередь генеральный план города, где учитывается перспективная нагрузка жилых, нежилых, производственных, социально-бытовых и многих других объектов, которые планируются к строительству. На основании этих данных разрабатываются перспективные схемы развития инженерных сетей, в том числе и сетей электроснабжения. Для ввода жилья в 2024-2025 году мощностей еще достаточно. До 2025 года или после 2025 года, вот уже сейчас надо принимать решение. Мы этим как плотно в правительстве сейчас занимаемся. Совместно с Минэнерго, вот буквально сегодня одно из этих мероприятий на площадке Минэнерго как раз проходит по рассмотрению корректировки комплексного плана электроснабжения республики. Также в разговоре затронули вопросы переселения из ветхого жилья. Программа была реализована в 6 муниципальных образованиях – Дзунхемчикском и Тандынском районах, городах Кызыл, Чадан и Туран, селах Байхак и Ховуаксы, а также в ПГТ Кахем. По словам министра строительства, на следующий год формируется новая программа, по которой также в 6 муниципальных образованиях построят дома общим объемом около 18 тысяч квадратных метров. Айдана Сенденма, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий гражданам, привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сдавать экзамен на водительские права и получать их. Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу 1 апреля 2024 года. В документе указано, что допускать к сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений не будут лиц, которых лишили права на управление транспортным средством, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде, не прошедших медицинское освидетельствование на состояние опьянения в соответствии с требованиями, лишенных права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Изменить федеральное законодательство так, чтобы водители, пойманные за рулем пьяными, не могли получить права для управления автомобилем до истечения срока наказания, предложила МВД в ноябре 2020 года. В законопроекте содержались такие же тезисы относительно пойманных в состоянии опьянения, а также отказавшихся проходить медосвидетельствование. То же самое касалось водителей, осужденных по уголовной статье, предусматривающей запрет на управление автомобилем на определенный срок. В республике идет активное строительство и восстановление автомобильных дорог. В этом году ремонтом дорожных полотен охвачены основные и опорные сети. Об этом сообщил министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Шаран Чергалол. Причем объем работ, выполненных в этом году, в 2 раза больше, чем планировалось. Мы постарались охватить все направления. Это у нас запад, восток, юг. На юге это основной поток у нас идет. Конечно же, понимаем, что на озера, Тусколь, Чагатай мы выполняли работы по
и ремонту кызылой резины с асфальтобетонным типом покрытия. Работаем по грунтовой дороге Чагатай, это по дороге Байхак-Балгазан. Выполняли работы в том числе в рамках опережающих темпов встречи. То есть изначально у нас был объем в 2 раза меньше, в дальнейшем, благодаря поддержке, мы выполнили объем в 2 раза больше. К примеру, должны были Кызыл-Сарексепе там порядка 4 километров, сегодня выполнено там порядка 80 километров. И также были работы, в таком же формате были выполнены работы и Чадан, Агдурак, тоже с опережающими темпами. Ну и было выполнена работа по ремонту 6 километров подъезд Эли. Ну, кроме того, есть и работы по грунтовым участкам. Мы уже продолжаем 3-й год по Самалтая-Чарах-Андагайты. Продолжаем работы по Мегнагинскому району, нашему труднодоступному району. Ранними годами там выполнялись на сложных участках. Это Мурахс и Кызылхая. В этом году выполняются работы по подъезду Муракцы. Ну и в дальнейшем мы тоже запланировали эту работу ежегодно проводить. Количество ДТП за этот год значительно выросло. За прошлый год в республике произошло свыше 350 аварий, а за этот уже 430. К сожалению, увеличилось число погибших и пострадавших. В связи с этим по всему региону ведется работа с водителями. Минтранс республики совместно с госавтоинспекцией провели профилактическую беседу с водителями городских автобусов. Итоги встречи в нашем сюжете. По информации Министерства здравоохранения республики, с начала года в скорую помощь поступило более 800 вызовов на ДТП. Пострадали в автоавариях более 1000 человек. Поэтому особенно важно на регулярной основе напоминать водителям о соблюдении правил дорожного движения, в том числе и о повышении бдительности на дорогах. В рамках профилактических мероприятий организовали сегодняшнее мероприятие совместно с правительством республики, совместно с госавтоинспекцией для проведения профилактических работ с водителями. У нас сегодня присутствует практически все водители городских маршрутов. Профилактические беседы о безопасности на дорогах с водителями маршрутов 104, 105, 106 и 107 проводятся регулярно перед каждым выездом на рейс. На этой встрече присутствует сотрудник госавтоинспекции. Мы поинтересовались, какие основные правила дорожного движения нарушаются водителями автобусов. Основная проблема, что во время час пика начинается перегрузы, перевозка пассажиров, что они превышают количество пассажиров. Также не пристегиваются ремнями безопасности. Но это все фиксируется у нас камерами. Тоже же запрещая сигналы проезжают. Бывают, да, такие незначительные, но нарушают правила дорожного движения. У водителей появилась возможность задать вопросы по линии госавтоинспекции. Больше всего шоферов волнует проблема с парковками легковых автомобилей на остановках. Вот у нас несколько случаев было, что, допустим, при маневре, автобус длинный, тоже занос большой. Вот на моем даже автобусе первый раз подули легковушек. Так они как споры. Им говорили, зачем вы здесь стоите? Они просто аварийку включат и стоят. Просто стоят или пассажиры ждут. Я даже не знаю, о чем это. Подрезают. Якобы мы вперед, а мы спокойно едем. Автобус тяжелый. Никого не подбираем. И пассажиры, когда в час пик, они стараются ломиться. Аж автобус по швам трещит. Им говоришь, что вот все, сейчас следующий автобус придет. Бесполезно. Ребятишек давят ребятишек. Вот при мне было сколько раз ломится в автобусе, все, ребятишек прям пищат. Начинаешь на них ругаться, начинаешь все со скандалом. И вопрос увеличения количества остановок. Город растет, а их больше не становится. Часто возникают конфликты с пассажирами. Пока все участники дорожного движения, в том числе и пешеходы, не станут соблюдать правила и уважать друг друга, уменьшение количества ДТП и пострадавших в республике ожидать не стоит. Арлана Байду, Буян Мангуш, Ангартюлюш, телеканал Тува-24. И в продолжение темы. Сотрудники госавтоинспекции для студентов Кызылского транспортного техникума провели профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на дорогах. Будущим водителям рассказали об особенностях управления авто в зимний период, напомнили о важности соблюдения ПДД. Как прошла встреча со студентами, смотрите далее.
В первую очередь студентам показали видеоролики о безопасности дорожного движения, а также фото с мест страшных аварий. А также им разъяснили, что большинство ДТП можно было бы избежать при соблюдении водителями правил обгона, скоростного режима, дистанции, так как именно эти нарушения особенно опасны в период зимних осадков. Вот я слышу, иногда хвастаются, мы до Абакана доехали, до Урака доехали. Вот сколько до Абакана ехать? Вот, уже нарушителей видим. 4,5-5 часов. Ребята, вот автобус сколько едет у нас? 8. До Абакана 7-8 часов едет. А почему он так едет? Медленно? А почему медленно едет? Правильно, скоростной режим есть, верно? В этом зале собрались студенты третьего курса, дорожники, механики, а также те, кто учится на специализации организации перевозок и управления на транспорте. Ведь этим студентам весной следующего года предстоит сдать экзамен на права. Я считаю, что это очень интересно и очень нужно слушать, особенно в таком возрасте, потому что мы скоро будем будущими водителями. И это понимание того, что как правильно ездить, чтобы не было таких вот случаев. Я, как будущий водитель, конечно же, буду соблюдать все правила дорожного движения, буду пристегиваться, никогда не сяду за руль под алкогольными напитками. Нам показали, рассказали, что превышение скорости – это очень плохо, и ездить на пьяном за руль – это очень опасно. Я как будущий водитель выучу дорожное движение и не буду допускать такие же ошибки. Проведение таких профилактических бесед дает студентам возможность не только применить полученные знания, но и внести свой вклад в безопасность на дорогах нашего города и стать ответственными участниками дорожного движения. Ну, знаете, может быть, дома им это не объясняют, что все-таки законы надо соблюдать. Эти правила дорожного движения – это законы, и они кровью написаны, что для того, что если их соблюдать, то вероятность попасть в ДТП будет меньше. И вот мы это пытаемся разными методами их донести. Студентам также озвучили неутешительную статистику. По республике только за 10 месяцев этого года зафиксировано 430 ДТП, в которых погибли 102 человека и 594 получили ранения различной степени тяжести. Такие мероприятия в Туве проводятся на регулярной основе. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические беседы со студентами в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, чтобы они в будущем не нарушали правила дорожного движения. Наглядно рассказываем о дорожно-транспортных происшествиях и последствиях. По окончанию беседы сотрудники госавтоинспекции напомнили присутствующим, что залоги к безопасности на дороге – внимание, ответственность и строгое соблюдение ПДД. Студенты поблагодарили за интересную беседу и отметили, что проведение таких встреч не просто важно, а жизненно необходимо. Исследования, проведенные специалистами МЧС, показывают, что применение извещателей – один из самых эффективных способов защиты от пожаров. Правительство региона приняло решение бесплатно обеспечивать установку извещателей в домах многодетных и малообеспеченных семей. Мы узнали, сколько человек получили поддержку в Кызылском районе. На территории Кызылского района комплексный центр социального обслуживания населения бесплатно устанавливает пожарные извещатели многодетным и малообеспеченным семьям. 27 районов за этот год отправили заявку на получение мер поддержки. Рабочая комиссия одобрила все обращения. С 2020 года мы, в общем, по Кызыльскому краю оснастили 118 извещателей. Эти семьи, которые у нас состоят как многодетные, малоимущие, вот в этих семьях мы оснастили и дополнительно мы направили заявку, дополнительно 50 извещателей для остро нуждающихся жителей. С этого года извещатели обязательно должны иметь датчики угарного газа. За 10 месяцев в республике зарегистрировано 14 случаев отравления так называемым тихим убийцей. Погибли 7 человек. Одна из частых причин гибели – несоблюдение правил безопасности при использовании печного отопления. Недавно переехали в этот дом примерно неделю назад. У нас печное отопление. Противопожарное, это только что у нас
поставили, да. Мы спасибо вам большое, что нас поддерживает. 6 детей, это безопасно для детей. В республике установка извещателей началась с сентября. Первый шаг для получения меры поддержки – подача заявления в Центр социальной поддержки по месту жительства. В соответствии с 597-м постановлением правительства Республики Тыва от 23 года пожарные извещатели имеют право получить многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Также семьи, многодетные семьи, имеющие детей-инвалидов. Данные заявления комиссионно рассматриваются в течение месяца, принимаются решения и далее устанавливаются пожарные извещатели. Комплексный центр поддержки социального обслуживания населения по Кызылскому району призывает жителей обращаться к ним по вопросам установки извещателей. С их помощью можно предотвратить гибель людей от бытовых пожаров. Безопасность людей превыше всего. Арлана Байду, Буян Кулар, Ангар Тулюш, телеканал Тува-24. Признание красоты, уникальности, самобытности, а также богатства республики. В голосовании за лучшую экспозицию Сибири на выставке в форуме «Россия», которая проходит в эти дни в Москве, уверенную победу одержала Тува. По информации регионального Минкульта, экспозиция «Тува. Земля живых традиций» вырвалась в лидеры по итогам голосования за лучший стенд Сибири. Республика сумела привлечь внимание посетителей своей колоритной экспозицией и яркими представлениями и стала победителем, набрав 48% голосов. Ежегодно в преддверии Нового года начинается акция «Елка желаний». Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, уже сейчас могут загадать желания, и они осуществятся. О том, куда ребятишки и их родители могут отправить заявки и куда обращаться неравнодушным людям, желающим исполнить желания детей, расскажет Мерген Айон. Каждый год мы вешаем на елку открытки, чтобы дети и пожилые, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, почувствовали себя счастливыми. И чтобы каждый, кто хочет помочь, мог стать волшебником и исполнить их мечты. Всероссийская акция «Елка желаний» действует уже 6-й год. За это время у тысяч детей по всей стране исполнились самые сокровенные желания перед Новым годом. В нашей республике этой акции уделяется большое внимание. В этом году координацию акции осуществляет общероссийское движение детей и молодежи «Движение первых». В данной акции могут принять участие несколько категорий граждан. Это дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети участников специальной военной операции, пожилые люди в возрасте старше 60 лет. Они могут принять участие, написать свое желание на сайте елкажелания.рф, и тем самым желания будут исполнены. В акции могут принять участие дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, дети-сироты, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО. В этом году есть нововведение о том, что максимальная стоимость цифровых товаров, то есть это телефоны, планшеты, компьютеры, максимальная сумма до 20 тысяч, также максимальная сумма до 30 тысяч – это товары спорта и товары творчества. Также в этом году участники движения первых уделяют большое внимание желаниям касаемо встречи с кем-то, посмотреть своими глазами, а также экскурсиям. Программа нашла положительный отклик в сердцах неравнодушных жителей республики. Так, в прошлом году ученица 4-й школы попросила экскурсию по Эрмитажу. Движение первых обратились к главе республики Владиславу Хавалыгу, который с удовольствием поддержал идею и помог отправить девочку вместе с матерью в Санкт-Петербург. Таких желаний у нас очень много. В основном в нашей республике это материальные желания, это телефоны, планшеты. Очень хотелось бы, чтобы то есть не материальное, а что-то полезное, чтобы узнать, научиться, встретиться, пообщаться. Что-то в таком роде желания мы бы хотели призвать наших родителей, детей, чтобы они оставили. Прием желаний начался с 15 ноября. При отправке заявок на сайт елкажеланий.рф требуется предоставить подтверждающие документы об инвалидности, о трудно-материальном положении семьи и о статусе детей участников СВО. Мерген Айон, Буян Кулар, Ангар Кюжигет, телеканал Тува-24. Тувинская государственная филармония совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр ветеранов ансамбля Саяны» готовится к реализации проекта в поддержку специальной военной операции «Музыка о своих». Накануне прошло очередное заседание, где обсудили основные организационные моменты. Все подробности смотрите далее.
Мастер-классы, лектории, конкурс песен и рисунков, автопробег и не только. В рамках проекта «Музыка своих» будет реализован ряд красочных, творческих, а главное патриотических мероприятий. В общей сложности там 19 мероприятий запланировано. Это выставки, конкурс рисунков, конкурс среди поэтов, среди композиторов, среди исполнителей. Также запланирован автопробег совместно с 55-й мотострелковой горной бригадой по 5 городам нашей республики. Запланирована выставка наших героев Радомира Болган, художника, о тех ребятах, которые участвовали в специальной военной операции. Проект в поддержку специальной военной операции реализуется за счет средств фонда президентских грантов. Сейчас идут подготовительные организационные работы, а также разработка положений и конкурсов. Нами была подана заявка в июле месяце. Получили положительное решение в сентябре. Нашими партнерами являются Министерство культуры Республики Тыва. Подведомственные учреждения Министерства культуры – это Национальный театр, Национальная библиотека имени Пушкина. То есть, получается, все подведомственные учреждения Министерства культуры партнеры данного проекта. С ноября этого года по июнь следующего в рамках проекта «Музыка своих» планирует организовать около 20 различных мероприятий. Айра Сабьян, Азамат Очур, телеканал ТУВА-24. Сегодня прошла презентация сборников партитур 3 тувинских композиторов-классиков Ростислава Канденбиля, Дамба Хурешола и Владимира Токии. Провели небольшой концерт. Партнерами проекта выступили Минкультуры Тувы, Тувгосфилармония и Красноярская краевая филармония. Подробности смотрите в нашем сюжете. У нас сегодня находится знаменательное событие, передача нотных изданий наших великих композиторов, зачинателей композиторской школы республики Дамба Хурешола, Ростислава Канденбиля, также Виктора Токи. Издание сборников нот стало возможным в рамках проекта «Музыкальное наследие. Симфония НСАЯ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководители проекта – генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стадушный и дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Михаил Масенков. Юбилейные мероприятия прошли в 2022 году и в 2023 году. И по гранту должны были издаться эти сборники, которые нам безвозмездно передали, которые мы, в свою очередь, своим коллегам сегодня будем торжественно вручать. Сборники нот передадут в музыкальные образовательные учреждения, концертным и театральным организациям. Министерство образования Тувы получит самую большую партию, так как в их ведении находятся музыкальные школы республики. В подготовке материалов участвовали наборщики нот, среди которых и наши земляки-композиторы Урана Хамушку и Чайгана Камбусамдан. Отметим, что проект посвящен столетию со дня рождения Ростислава Канденбиля и 80-летию со дня рождения Хурешола Дамба. Была проделана огромная, большая работа именно по набору нот и по отбору нотного материала данных композиторов. Сюда лично приезжал дирижер Академического симфонического оркестра Красноярской филармонии Михаил Масенков. Он лично отбирал, здесь у нас в библиотеке филармонии отбирал материалы. Он делал колоссальную большую работу по редактированию данных произведений, материалов. Я считаю, что для будущего поколения, особенно в образовательном плане, в образовательном учреждении, это будет большой подарок. Мы должны нести будущему поколению, передать свое наследие. И в связи с тем, что выпуск этих партитур, сборников, наше будущее поколение, наши дети на вечность должны знать своих выдающихся композиторов. На протяжении 4 месяцев велась детальная и кропотливая работа по расшифровке авторских партитур и редактированию нотного материала. Я очень счастлива, что участие принимала в таком большом проекте, потому что давно пришло время, потому что ноты были в таком плачевном состоянии. Даже некоторые ноты были стерты, даже порванные страницы были, и пришлось некоторые даже восстанавливать. Хорошо, что такой проект у нас получился. Спасибо, конечно, Красноярску, Михаилу Масенкову. И очень счастлива, что именно сегодня я получаю вот эти партитуры на руки. Я давно этого ждала.
На церемонии присутствовали представители Министерства культуры республики, его подведомственные учреждения, а также родственники композиторов. Я думаю, что прежде всего издание партитур будет интересно студентам колледжа, людям, которые имеют, наверное, какое-то хотя бы начальное образование музыкальное. И вот мне лично очень жалко, что отрадно, что, конечно, есть изданные некоторые произведения симфонического характера, да? Но большой пласт еще остался нетронутым, это именно камерное произведение. В рамках проекта также были созданы сайты с произведениями тувинских композиторов. Теперь записи их сочинений на 57 различных музыкальных площадках можно послушать в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Михаила Масенкова. Чинчек Ашпукол, Самбан Арбужук, Владимир Сюртук, Ангар Кюжугет, телеканал Тува-24. У меня на этом все. Вы смотрели ежедневный выпуск новостей на телеканале Тува-24. Я Инна Клоян. С вами прощаюсь.